Узбекистан. Чиновники публично извинились по телевизору. В кыргызской колонии умер Азимжан Аскаров. Таджикистан. Иди Курбон без молитвы. Главы администрации 11 районов Ташкента 24 июля выступили по телевидению с обращением к жителям и попросили прощения. Чиновники обратились к жителям в прямом эфире телеканала «Ойлавий» и извинились за недостаточную подготовку к пандемии и слабую работу в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщило издание газета «УЗ». Barchamiz yig'ildik. Sizlarga murojaatimiz bo'yicha haqiqatda pandemiyaning keng tarqalishi, ayrim oilalarda yaqinlarining ko'z yumishi, bu barcha vaqtida amalga oshirilmagan ishlar sababli biza shaxsan shu tumanni barcha rahbariyati uzr so'raymiz. В свою очередь, пользователи узбекского сегмента соцсетей назвали этот поступок чиновников показухой и клоунадой. Клоунада в разгаре. Вы просите прощения у президента? Акция ко дню рождения? Вдруг все в один момент, в один день приехали на ТВ и попросили прощения, пишет одна из пользовательниц. В Узбекистане стало традицией прилюдно просить прощения среди чиновников. Так, например, после сноса домов в регионах страны и последовавшими за этим протестами со стороны населения, Шавкат Мирзиёев в августе прошлого года выступил с критикой хакимов из-за нарушения и призвал их принести публичные извинения народу. После этого хакимы начали публично извиняться и размещать видео своих извинений в YouTube. Отбывавший пожизненное заключение по сфабрикованному обвинению в событиях 2010 года на юге Кыргызстана, правозащитник Азимжан Аскаров скончался в тюрьме. Азимжан Аскаров, отбывавший наказание в исправительной колонии номер 19, 24 июля был доставлен на карете скорой помощи в медицинский блок ИК-47. Ранее о том, что Азимжан Аскаров серьезно болен, сообщал его адвокат Валерьян Вахитов. Международные правозащитные организации призывали освободить его в связи с плохим состоянием здоровья. После июньских событий 2010 года он был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. С нашей стороны, нашего государства, мы должны были представить неопровержимые доказательства вины. Все его близкие и знакомые, а также правозащитные организации заявили в один голос, что уголовное дело в отношении Азимжана Аскарова сфабриковано. Покойного знали как борца за справедливость и защитника угнетенных мусульман. Напомним, что 24 января 2017 года Чуйский областной суд приступил к пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но в итоге оставил прежнее решение в силе. И это же решение 13 мая 2020 года в силе оставил Верховный суд. Совет улемов Исламского центра Таджикистана 22 июля объявил о дате празднования Иди Курбон. Саид Мукаррам Абдул-Кадир-Зада, глава Совета улемов, сообщил, что праздник в стране будет отмечаться 31 июля, однако из-за коронавируса не будет проведен коллективный праздничный намаз. افضل و بهتر و خوبتر است اگر که انجام می‌دهد یک ساعت بعدی آفتاب برآمدنم. Муфти Таджикистана рекомендовал верующим совершить обряд жертвоприношения спустя час после восхода солнца, а также отказаться от традиции Ид-Гардак. Это народное гуляние в дни исламских праздников с походами в гости. Решение об отмене коллективной молитвы было принято по рекомендации штаба по борьбе с коронавирусом, заявили журналистам в Исламском центре Таджикистана. افرادی که مرده تازه دارن، یعنی افراد پدرشون گذشته یا که فرزنداشون یا مادرشون گذشتن، مردم ما عادتا میرن در اون خانه ها دعا میکنن، یا تعزیه بیان میکنن. Напомним, что Иди Рамазан, праздник разговения, также прошел без совершения коллективного праздничного
праздничного намаза. Мечети в Таджикистане были закрыты еще в начале марта в связи с эпидемиологической ситуацией. Примечательно, что после закрытия мечетей в стране полным ходом шли приготовления к театрализованным праздничным мероприятиям в честь Навруза с привлечением учащихся школ и вузов в репетициях. И 21 марта в крупных городах Таджикистана прошли праздничные мероприятия, посвященные Наврузу. У многих жителей Таджикистана возникает вопрос, связан ли запрет на совершение коллективных молитв в мечетях с заботой о здоровье жителей Таджикистана, или же, пользуясь ситуацией, власти решили в очередной раз ограничить народ в исполнении его религии. Ведь уже более 2 месяцев, как в Таджикистане, функционируют все рынки, кафе, рестораны и магазины. В соответствии с ханафитским мазхабом, которого придерживается народ региона в течение более 1000 лет, проведение коллективного праздничного намаза является обязательным, ваджиб.